Вот такой вот котик. Кс-кс-кс. Давно, говорят, скитается. Наверное, Лариса, я его заберу. Кс-кс-кс-кс-кс. Вот на подъезде. Во дворе дома. Да, кисуня? Красивый, хороший, ласковый, спокойный. Да, Лиса. Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу кратко вам озвучить тему кошачью. Она тоже у нас есть, куда же ей деться. Кошки в Якутске обалденно красивые. И главное, ласковые. Сами бегут в руки, просятся. Вот то, что я не наблюдаю в больших городах, где кошек фиг поймаешь, если они живут уж в подвалах. Итак, друзья, я могу много рассказывать про нескольких отважных женщин в Якутске, которые не проходили мимо этих кошек. Но нельзя оставлять перед зимой этих ласковых красавиц на погибель. И нельзя просто покормить и пройти. Подвалов в Якутске нет. Дома на сваях. Кто-то отменял поездки в отпуск и на дачу, кто-то на даче строил им вольер, спасая выкинутых нелюдьми. Потом прививали, стерилизовали, делали все возможное, чтобы сохранить им жизнь, в надежде, что мы сможем отправить их в Питер или в Москву. Но места там, на передержках, они не имеют права долго занимать, ведь скоро в морозы начнут выкидывать своих домашних, наигравшись за лето кошек, переезжая в другие города. Традиция там такая, из года в год. А вот так хозяева избавляются от котят, от своих домашних кошечек, чтобы не стерилизовать, чтобы экономно и регулярно дважды в год, одев капюшон, подкинуть в подъезд, а вы побегайте, волонтеры. Я бы ей, сучке, лучше денег дала на стерилизацию, чтобы нам с сотнями котят не носиться, затрачивая силы, время, нервы, деньги. Этот котик долго ждал помощи, скромно сидел у магазина, никому не мешал. Ну вот, дождался. Погиб. Не спасли. Сколько их таких? Друзья, спасение теперь хотя бы в небольших количествах, но нельзя останавливать. И нельзя обрастать спасенными, они тоже занимают места. А ведь передерживают их порой на балконах, где уже ночью холодно, и укрывают одеялами, чтоб не околели. Пассажиры встречаются редко, которые соглашаются перевезти. И когда они есть, то, отложив все дела, начинаются переговоры с Питером. Там тоже не всегда есть места. Много сложностей, и все это надо урегулировать. И там тоже их надо содержать, кормить, оплачивать аренду помещения, а значит, условие таково. Надо оплатить по прилету первый месяц пребывания на передержке в Питере. 6 кошек – это 30 тысяч, 8 кошек – это 40 тысяч. 3 кошкам, заболевшим ФИПом в Питере, надо оплачивать лекарство GS. Лечение 84 дня. Каждая неделя обходится лечение на 3 11 700. Итак, 84 дня. Друзья, без вашей помощи не справиться. Пожалуйста, помогите, пожалуйста, оплатить кошек. Им очень нужна наша поддержка.